Доброе утро, уважаемые коллеги, добрый день, наверное, там уже ближе к полудню, да, в Бишкеке. Уважаемый Каныбек Капашевич, мы начинаем нашу встречу, и позвольте вам передать приветствие от Дмитрия Аркадьевича Кабицкого. Он здесь, в Межпарламентской ассамблее, но у нас сегодня проходит такая важная международная научно-практическая конференция, как «Молодежь против героизации нацизма». Это плановая конференция Межпарламентской ассамблеи. Ну и он извинился, что не сможет с нами принять участие во встрече, но, может быть, еще и подойдет. Что хотелось бы еще сказать, что мы получили приглашение от Тарага Жагорку Кенеша, таланта Мамытова, и вот обычно в практике деятельности нашей мониторинговой группы это называется долгосрочный мониторинг, и мы приезжаем в страну, встречаемся с кандидатами, со штабами, с Центральной избирательной комиссией. Но сейчас в условиях мер, которые принимаются по профилактике эпидемии коронавируса, вот, слава Богу, что есть возможность общаться нам с вами по видеоконференц-связи. Поэтому мы сегодня хотели бы обсудить несколько вопросов. Я со своей стороны являюсь директором Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Мушкет Иван Ильич. Я хотел бы проинформировать о той подготовке, которая идет к наблюдению за выборами, внеочередными выборами президента Республики Кыргызстан. На сегодняшний день я хочу сказать, что мы планируем прибыть группой наблюдателей международных, в состав которой войдут представители парламентов всех стран МПА СНГ. Они подтвердили свое участие. Мы приедем и надеюсь на то, что мы с вами встретимся там уже в Бишкеке не только по видеоконференц-связи, а непосредственно во время нашего пребывания и сможем поговорить, пообщаться, позадавать вопросы. На сегодняшний день Центральная комиссия по выборам и проведению референдума Республики Кыргызстан аккредитовала 34 международных наблюдателя от МПА СНГ. Но это еще не полный список. В ближайшее время мы направим в комиссию еще список, уже куда войдут те депутаты парламентов, сенаторы, и которые дополнятся. Что хотелось бы сказать еще, что мы, безусловно, будем рады услышать от вас вашу позицию, то, как вы готовитесь к выборам, как вы оцениваете работу Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Кыргызстан. Также хотел проинформировать, что 23 декабря на базе нашего бишкекского филиала института состоится круглый стол «Актуальные вопросы подготовки и проведения президентских выборов в Кыргызской республике». И будем признательны, я вас приглашаю, если вы, либо ваши представители смогут принять участие в этой конференции. Она тоже будет проходить по видеоконференц-связи. У меня все. Я рад вас приветствовать. И если нет возражений, то давайте построим нашу работу в форме диалога. Здесь вот у нас присутствует и полномочный представитель парламента Республики Кыргызстан Сатвалдиев Нурбек Абдурашитович, и мои коллеги, мой заместитель Еременко Елена Викторовна, эксперт, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Николаевич Барышников, начальник аналитического отдела МИМРД Амбурцев Роман Альбертович, начальник отдела по работе с филиалами Ксензов Александр Николаевич, и другие коллеги, советник генерального секретаря Караваев Сергей Георгиевич, он у нас на связи из Москвы, ну и ряд коллег, которые тоже по видеоконференц-связи участвуют в нашей работе, в нашем диалоге. Спасибо. Давайте тогда его начинаем. Доброе утро, у нас добрый день. Во-первых, вам огромное спасибо, Иван Ильич. Передайте большой привет Дмитрию Аркадьевичу, уважаемый Нурбек Абдурашитович, уважаемый Сергей Георгиевич, Дмитрий Николаевич. Во-первых, я хотел бы рассказать о деятельности МПА СНГ. Много лет являюсь
активным членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Все-таки за транзитный период Межпарламентская ассамблея СНГ сыграл выдающуюся роль именно в транзитный период, особенно по межпарламентской интеграции и по гармонизации наших законопроектов, законодательства. То, что касается по вашему институту, я хорошо знаю о деятельности, в частности, о вашем филиале в Бишкеке. Они имеют большой опыт и надеемся на справедливый мониторинг и на справедливую оценку, что касается предстоящих выборов президента, который состоится 10 января в Кыргызстане. А то я готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо, Каныбек Капашевич. Уважаемые коллеги, давайте обмениваться вопросами, задавать, получать ответы. Пожалуйста. Да, Дмитрий Николаевич Барышников, наш эксперт. Спасибо большое, Иван Ильич. Уважаемый Каныбек Капашевич, разрешите начать с такого, наверное, самого общего вопроса, с вашей точки зрения, с позиции кандидата в президенты. Как бы вы оценили деятельность Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Республике Кыргызстан как ключевого органа, отвечающего за администрирование? Спасибо за очень важный вопрос. Из 3 частей. По составлению списков они провели работу, они проводят организационную работу, открыли дополнительные 10 участков на территории России, это очень здорово, я приветствую. Но тем самым мы запретили голосование по форме 2, это и хорошо, и плохо. Наши многие мигранты, студенты теперь должны приехать по месту жительства и голосовать, то, что нереально. Вот 3 части у меня есть претензии. Это по работе правоохранительными, административными органами. Пока в Кыргызстане никому не секрет, что все акимы, губернаторы, государственные власти работают только на кандидата Садыра Жапарова. Это никому не секрет. И ЦИК должен давать свою оценку или протест, или обращение Генеральной прокуратуры. Воочию видим, это сегодня пандемия, и встреча с избирателями очень ограничена, до 50 человек, а с усилиями акимов, губернаторов они собирают по 1000, по 2000. Его сопровождает госохрана, он ездит на госмашине, проживает в госрезиденции. Это, конечно, мы считаем как давление со стороны административных органов власти. Это неравные выборы, неравные возможности. Даже были попытки сделать давление на отдельных других оппозиционных кандидатов, например, на Адахама Мадумарова, что я считаю неприемлемым. Поэтому в целом мы оценки дадим по итогам выборной кампании. По первой части я считаю, они хорошую работу проделали. По второй части оргвопросом тоже работает. По третьей части пока у всех, не только у меня, у всех кандидатов, у общественности, у журналистов крайне негативное отношение. Это в будущем может усугубить именно предвыборный процесс в Кыргызстане. Спасибо. Спасибо большое. У меня есть вопрос. Каныбек Капашевич, а как вот у вас же уже началась, стартовала агитационная кампания? Да. И уже с 15 декабря идет агитационная кампания. Как вот ваша оценка, как она, то есть ее старт, есть ли какие-то особенности? Вот. И как вот в этой части, вот в начале этой работы, как СМИ, средства массовой информации, как вот вы оцениваете? Они оказывают содействие, объективность, непредвзятость, вот эти вот вещи очень важны. Это зависит и от административных органов власти. Есть зависимые государственные СМИ, есть частные СМИ, от профессионализма журналистов. Как перед выбором в парламенте есть черный пиар, идет очернение отдельных кандидатов, и это мы знаем откуда. Идет фейки, тролли, неизвестно кто. Основная работа у нас 90% проходит на интернет-пространстве. Раз выходит в поддержку того или иного кандидата, идет со стороны другого кандидата главного, о котором я говорил, очернение, нет борьбы между проектами на уровне программ.
интеллекта. Идет одностороннее очернение всех оппонентов, кроме Садыра Джапарова. Это противоречит и закону, и нраву, и кыргызским традициям, которые относятся ко всем справедливо. Например, есть такие информационные агентства, как АК-пресс, Кактус, 24 KG. Они не предвзято относятся, они относятся справедливо ко всем кандидатам. Государственные телерадиокомпании, конечно, защищают только одного кандидата. А остальные частные YouTube-каналы, частные сайты работают на договорной основе с каждым кандидатом. Спасибо, Каныбек Капашевич. Я вот еще вернусь назад вот к тому вопросу, который задавал Дмитрий Николаевич по поводу работы Центральной комиссии по выборам и референдумам. Вот какие-то вот претензии к ее работе вот у вас, как у кандидата, у вашего штаба есть или нет? Во-первых, они должны извлечь уроки после восстания 4 октября в этом году. То, что привело к отмене выборной кампании, досрочному уходу президента. Если они будут продолжать ту же традицию, нехорошую традицию, работать в пользу одного кандидата, о котором я говорил, это может привести опять к отмене итогов выборной кампании, чего нежелательно. Есть, конечно, претензии, потому что они должны написать протест в отношении одного кандидата. Уже было обращение кандидата президента Каната Исаева, уже было обращение кандидата президента Мадумарова, уже есть обращение кандидата президента Сорункуловой в отношении другого кандидата, Садыра Джапарова. Пока односторонно ЦИК защищает его. Это, конечно, приводит к возмущению и общественности, и других кандидатов. Спасибо, Каныбек Капашевич. Вот мы же наблюдали, практически большинство сидящих и участвующих в нашем диалоге, мы были у вас в Бишкеке как раз в октябре, и мы тогда, наряду с коллегами, нашими партнерами из ОБСЕ, БДИПЧ, мы тогда дали положительную оценку вот той системе, электронной системе, которая функционирует у вас в республике. Ведь мы увидели, что система справилась. И в последующем мы вели разговоры, в том числе и на наших конференциях, на круглых столах, о том, что даже при наличии вот такой совершенной, а у вас лучшая в республике система цифровая, которая обеспечивает электронный контроль за голосованием и так далее, в этом случае, тем не менее, эта система не обеспечивает доверие граждан. Вот. Абсолютно верно. Иванович, к вашему сведению, я был одним из авторов, инициаторов по внедрению именно электронного голосования. Спасибо, спасибо, коллеги. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Каныбек Капашевич, Амбурцев Роман Альбертович, начальник аналитического отдела МИМРТ. Каныбек Капашевич, как, по вашему мнению, скажется на избирательной кампании и ходе голосования то, что в Киргизии фактически 10 января будет голосование по двум выборам, то есть это будет голосование по выборам президента и голосование на референдуме определения формы государственного устройства. Это вызовет, как вы считаете, какую реакцию со стороны избирателей? Роман Альбертович, вы задали архиважный вопрос. Во-первых, у нас есть обращение Конституционной палаты на имя Венецианской комиссии, и их заключение есть. Они не рекомендуют сегодня и не считают целесообразным проведение референдума. По следующим причинам. Сегодня нет легитимной власти в Кыргызстане. Правительство временное. Президента нет. И у парламента истек срок. Значит, истек срок, они не имеют полномочия принимать фундаментальные стратегические решения. Это первая причина. Вторая причина, о которой я говорил на сессии, это сама процедура назначения референдума неконституционна. Согласно 114 действующей Конституции, согласно Конституционного закона о регламенте и согласно Конституционного закона о нормативных правовых актах, когда у нас закон принимается, законопроект должен быть размещен в сайте Жогорку Кеңеша. И проект должен пройти месяц
общественного обсуждения. Этого не было. Во-вторых, обсуждение комитетов фракций. Этого не было. В-третьих, принятие законопроекта между первым, вторым, третьим чтением должно быть минимум по 2 месяца. Если бы они начали 12 декабря, мы имели право конституционный срок только в мае месяце принимать. Такие сжатые сроки, нарушая основные статьи Конституции, я считаю антиконституционным и антидемократичным. И своих избирателей буду агитировать, голосовать на «нет». Это только в пользу одного человека, который в будущем хочет стать президентом. Мы стали чемпионами по проведению референдумов изменения Конституции. И нет пользы. Мы должны поднимать правосознание наших избирателей. Да, если поставили, мы должны разъяснить, что даст парламентский путь развития, что даст президентский путь развития. А третий поставили против всех. Если пройдет против всех, значит, Кыргызстан должен жить в условиях монархии. То есть, если избиратели против парламентского развития, пути развития, президентского, будем жить в условиях монархии, такой парадокс получается. Это нелогично, неконституционно, антидемократично и не в пользу избирателей. Я буду выступать против. И в-третьих, совместить в один день вообще нелогично. Это, теперь представьте, в следующем году у нас стоит президентские выборы, парламентские выборы, и мы должны принимать новую конституцию. А если народ проголосует за президентский путь развития, опять президентские выборы. Потому что мы сегодня проводим президентские выборы согласно новой действующей конституции. А если народ проголосует, что мы должны выбрать путь президентского правления, значит новая конституция и новые президентские выборы. А бюджет страны не выдержит. И так у нас хрупкая политическая ситуация. Я боюсь за государственность, за стабильность. Те политики, которые думают масштабом страны, он не пойдет на такие поступки. И я осуждаю тех, кто были инициаторами. И даже по Конституции, если это изменение в Конституции, минимум 80 депутатов должны быть инициаторами. В данном случае только один депутат, Ахылбек Джапаров, сегодня ночью написал Конституцию, а завтра просит принимать этот конституционный закон. Это я уже лет 20 являюсь депутатом, уже лет 15 членом МПСНГ, даже на законотворческой практике МПСНГ я подобного не знаю. Тем самым, какие последствия будут? Это мы уходим с правового русла, значит, мы нарушаем свои международные обязательства. Раз нарушаем международные обязательства, 20% бюджета Кыргызстана это поступать извне. Всемирного банка, Европейского банка реконструкции, Азиатского банка и так далее. Просто-напросто эта помощь будет приостановлена. Это примерно ущерб для бюджета на 2 года 800 миллионов долларов. Представьте, из-за необдуманного поступка одного депутата страна будет страдать в ближайшие 2 года на 800 миллионов долларов. Это примерно 20% бюджета. Нужна ли это для страны? Сегодня для страны важны такие вопросы. Пандемия, выход из кризисной ситуации, безработица, растут цены на продукцию, зима, уголь. Есть жизненно важные вопросы, которые касаются всем гражданам страны. А что касается референдума, за это рады только там пара-тройка политиков. История рассудит, история даст оценку. Моя совесть чиста, я объяснил своим избирателям, почему я буду голосовать против референдума. Мы самые идеи референдума насколько дискредитировали. Вот представьте, из 5 бывших президентов Кыргызстана 2 в бегах, 1 в тюрьме, 4 досрочно сложить полномочия. И опять усилить институт президентства? Нет, это не соответствует нашим национальным интересам. Спасибо, Каныбек Капашевич. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Елена Викторовна Еременко, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Каныбек Капашевич. Вот в период пандемии COVID-19 как вы оцениваете предпринимаемые всеми соответствующими органами меры по профилактике и по предотвращению распространения инфекции в ходе нынешней избирательной кампании? Спасибо. Дорогая Елена Викторовна, вы как женщина задали самый социальный вопрос. Я придерживаюсь
Я к избирателям на встрече хожу в масках, и не больше 50 человек. Потому что здоровье моих избирателей дороже, чем моя кампания, даже чем моя победа. Должна победить народ. А как кризис пандемии показал, страна оказалась не готова. Страна нуждается в реформах именно кардинальных системы здравоохранения. Правительство оказалось вообще недоспособным. Но я благодарен гражданам. В дни кризиса, когда в пик день мы теряли по 180-200 человек, сами граждане вышли на улицы. Это ни в одной стране мира такого не было. И на улицах начали организовать обсервацию. То есть у нас слабое правительство, но сильные граждане. У нас сильное гражданское общество. И в такой момент, когда хотят упразднить все и установить президентские диктатуры, нет, не пройдет. Я всегда шутку говорю. На высоких горах Кыргызстана проживает беркуты, барсы и кыргызы. И в таких климатических условиях никакая президентская диктатура не выживет. Но народ и свобода всегда будет в Кыргызстане. Мы свободолюбивый народ. У кыргызов особенное чувство справедливости. И я надеюсь на справедливый выбор своего народа. Спасибо, Каныбек Капашевич. Я вот вижу, что у нас присутствует на видеосвязи доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Ромашов Роман Анатольевич. Роман Анатольевич, есть у вас вопросы? Роман Анатольевич, вы меня слышали? Сергей Георгиевич, у вас. Пока профессор Машо готовится, я хотел бы, Каныбек Капашевич, уточнить, знаете, какой вопрос вот в развитии предыдущего. Мы вот, когда были на выборах вот этих, которые, значит, проходили в октябре месяце, мы увидели, какие меры принимались на избирательных участках по обеспечению безопасности граждан вот, от ковида там, и так далее. Да? Вот. Но, тем не менее, были очереди большие там и так далее. Вот мне интересно, знаете что, сразу вот после этого события такие были, конечно, достаточно революционные, да, и, наверное, было не до того, чтобы посмотреть статистику, как вот после этих выборов, вот, которые прошли, не было ли каких-то вот именно проблем увеличения статистики заболеваний. То есть результативность обеспечения. Мы видели, что вот мы считаем, что тогда вот и оценили, что меры безопасности были очень неплохие приняты. Вот нам хотелось бы оценить, как вы оценивали результативность ЦИК, правительства там и так далее. И какие меры будут приниматься сейчас вот на этих выборах президентских 10 января. Спасибо. Сергеевич, после парламентских выборов, где-то начиная с второй половины ноября месяца, есть рост по COVID-19, и были летальные случаи. Но вчера я разговаривал с главным санитарным врачом города Бишкек. Пока есть умеренный рост, это еще связано с сезонным гриппом. Достаточно, недостаточно. У нас же сегодня дефицит бюджета составляет примерно 18-20%, поэтому чего-либо требовать от правительства дополнительных мер, изыскать средства, пока это, конечно, невозможно. Надо больше вести разъяснительные работы среди особенно горожан. В деревнях у нас, что хорошо, уже дети ходят в школу. В Бишкеке частные школы уже открыли, обучаются. Остальные пока мы все в онлайн-режиме. Спасибо. Спасибо, Каныбек Капашевич. Профессор Ромашов. Хорошо, уважаемые коллеги, если вопросов нету, то есть...
Иванович, если позволите, я хотел в завершение поблагодарить вас. Еще в 1938 году, это примерно 190 лет тому назад, Санкт-Петербург шествовал над городом Бишкек в истории. И первые поколения кыргызской интеллигенции, первые историки, первые художники, первые академики обучались именно в Санкт-Петербурге. И именно филиал физкультурного института Санкт-Петербурга был открыт в Бишкеке в военные годы. У нас 4 отрасли считаются самыми приоритетными. Это горнодобывающая отрасль. Как раз разработчиками, геологами были ученые из Санкт-Петербурга. Второе – это энергетика. Первые проектировщики были из Санкт-Петербурга. Поэтому мы должны эту традицию продолжать. Первые народные артисты Советского Союза из Киргизии обучались именно в Санкт-Петербурге. Это Бибисара Бишаналиева, это Сюймонкул Чокморов, это Тулемыш Океев. То есть для нас, как бы мы не стали разными республиками, Санкт-Петербург лично для меня остается колыбелем культуры, высокой культуры. И в будущем наши дети должны обучаться в лучших вузах Санкт-Петербурга. И в будущем, дай Бог, пройдем на новый парламент, дай Бог, если народ изберет президентом меня, первый визит обязательно будет в Санкт-Петербург или Москву. Поэтому мы должны продолжать дружескую традицию. А мой прадед в 7-м колене Атаке Батыр в 1785 году отправил первого посла из Киргизии в Санкт-Петербург. И послы прибыли в дворец императорский, вручили первые верительные грамоты. То есть тогда еще наши предки выбрали исторический путь быть вместе с Россией, великой Россией. Потому что на евразийском пространстве мы не видим альтернативы, кроме России, по обеспечению безопасности. Почему это говорю? Потому что Россия наш стратегический партнер. Наш партнер по ОДКБ, по СНГ, по Евразии. Мы всегда были в России, мы и всегда будем в России. Это у нас история, другого выбора нет. Я всех благодарю. Тогда 23-го мы вас ждем в Бишкеке. И надеюсь, к этому у нас будет снег, потом Новый год. Всем сотрудникам, членам МПСНГ, вашему институту я желаю всех благ и самого наилучшего. Благодарю вас. Спасибо, Каныбек Капашевич. Позвольте и мне тогда в завершении нашей встречи сказать несколько слов. Вот во время пребывания нашей делегации тогда в Бишкеке на выборах, на мониторинге выборов, мы тоже посетили несколько достопримечательных мест, которые есть в вашей столице. Это, во-первых, памятник блокадникам Ленинграда, и большое спасибо народу Кыргызстана за то, что вы чтите эту память, храните ее, потому что это великий подвиг ленинградцев. Спасибо вам большое. Иван Ильич, я забыл самое главное. Об этом знает Нурбек Абдрашитович. Мой дед погиб под Сталинградом в 1942 году. Он был посмертно прислан к званию Героя Советского Союза. С вашей помощью, помощью МПСНГ, мы в 2014 году с помощью Виктора Михайловича Завардина, Героя России, мы нашли место захоронения. Это город Пушкино, от Санкт-Петербурга 40 минут езды. И я благодарен МПСНГ. То есть мы обязательно один раз в году посещаем Санкт-Петербург, чтобы положить горсть земли и почитать храм, где захоронен мой дед. Я горд, что мой дед во время Великой войны защищал город-герой Санкт-Петербург. Спасибо. И я хотел бы еще тоже сказать об одном великом сыне великого, я считаю, киргизского народа. Это Чингиз Айтматов, чьи произведения мне очень памятны, я их люблю. И мы тогда во время нашего пребывания побывали в доме Чингиза Айтматова. Мы увидели эту атмосферу, мы подпитались тем талантом, который там остается. Там такие прекрасные яблоки в саду, и сын нас угощал ими. Вот, хотелось бы сказать вам большое спасибо еще за ту... Иванович, слово. Я передаю тебе большой привет и спасибо, слова благодарности, Валентина Ивановна. Именно с ее поддержку
по моей инициативе мы учредили межпарламентские премии имени Чингиза Айтматова. И мне кажется, это единственный государственный деятель за 2 дня, это в 2014 году, когда мы провели межпарламентские международные конференции, посвященные памяти Чингиза Айтматова, Валентина Ивановна сама принимала участие, открывала бюст, зачитала приветствие президента России, выступила с докладом. То есть за 2 дня она выступила 4 раза только по Айтматову. Это наше почтение, это огромное уважение, Валентина Ивановна, память о Чингизе Айтматове. И именно такие люди, великие люди, нас объединяют навсегда. Проблема это временная, а наша дружба, союзничество это навсегда. И большой привет и наше почтение, Валентина Ивановна. Спасибо огромное, Каныбек Капашевич. Разрешите вас поблагодарить за то, что вы нашли время, встретились с нами вот в таком формате по видеоконференц-связи. Надеемся, что во время пребывания на краткосрочном мониторинге за выборами мы вас увидим, что называется, в реальном времени, познакомимся поближе. Вам позвольте пожелать удачи и успеха в вашей борьбе, нелегкой, конкурентной, за пост президента Кыргызской республики. Я уверен, что народ Кыргызстана сделает свой правильный выбор. Ну и позвольте от коллег, от всех, от генерального секретаря Дмитрия Аркадьевича Кабицкого пожелать вам успехов и поздравить с наступающим Новым годом. Я думаю, Новый год должен быть другим, нежели 2020. Удачи вам, всего доброго. Спасибо, до свидания. Здравия, здоровья.